Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что о вас за вашей спиной говорят люди? Каким человеком вас считают и видят? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, что говорят обо мне люди за моей спиной? Каким человеком меня считают, каким человеком меня видят? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют то, что сейчас скрыто, то, о чем хотела узнать. Так. Ну, давайте по порядочку. Для начала, вот общая картина. Вот чтобы вы понимали, люди к вам тянутся. Вы сильный человек. И эмоционально сильный, и физически сильный. И человек со стержнем. Да, вот принято про таких людей говорить, человек со стержнем. Есть у вас такая возможность влиять на ваше окружение. Вы не всегда этим пользуетесь, но тем не менее, те, кто вокруг, это ощущают, они это понимают. И прям, знаете, те, которые послабее, прям и тянутся к вам. А может быть, даже вы часто сталкиваетесь с тем, что люди именно к вам идут за советом, с какими-то проблемами, с какими-то вопросами. Очень важно получить вашу адекватную оценку, ну и как максимум, как приятный бонус, да, получить от вас подсказочку либо совет. Я вижу, что вы человек важный. Вот в глазах многих из тех, кто вас окружает, вы человек важный. Их очень много. Но есть и те, кто к вам достаточно критично относится, да, настроен на вас критично. Эти люди считают, что вы им конкурент, да, конкурент, конкурентка. То есть представляете угрозу, например, авторитету, да, либо какой-то даже власти. Вы же с вашей стороны, я не вижу никаких там толканий локтями, да, либо попыток кого-то где-то там свергнуть, свою там власть восстановить, да, либо устроить. Я этого не вижу. Вы человек миролюбивый, вы человек открытый, вы не ищете себе приключений на пятую точку. Но вот такие вот индивидуумы в вашем окружении есть. Их немного, но они есть. Однозначно. Вот это либо работа, либо какое-то общественное ваше занятие. Да? Вот есть женщина такая среднего роста, вот если с вами сравнивать, как вы, либо чуть пониже вас. Женщина годами постарше, вот ей вы прям вообще невыносимы. Она всегда рядом с вами, вот находясь рядом с вами, чувствует свою ущербность. Вот, и этого вынести не может. Не может. Вы ее вообще не рассматриваете как соперницу либо конкурентку. А вот она вас рассматривает именно в этом ключе. От этой женщины никакого особого вреда я не вижу, кроме того, что она может заниматься распространением всяких слухов, всяких там нехороших там разговоров, кляуз, каких-то наговоров. Вот это она может делать. И, кстати, она это делает. Делает даже на какой-то постоянной основе. Знаете, как конвейер у нее такой, да, из рта выходит, да, конвейерная лента, и там постоянно какая-то вот куски грязи и говна, извините за слово, но как вижу, так и говорю, да, вот это идет. Бороться с ней, это бессмысленно. Человек ущербный, человек с травмированным мозгом, с травмированным восприятием себя и этого мира. У нее, кстати, кроме вас еще есть личности, которых она на дух, скажем так, не переносит. Вот.
Если в целом взять, да, ну такая маленькая противная шавка, которая укусить-то не может, да, зубов не хватает, либо размер зубов не соответствует, а вот тявкать она может, этим она и занимается. Что делать вам? Что делать вам? Да просто не обращайте внимания. Полает, полает и успокоится. Внимание переключится, будет на кого-то другого все свои вот эти грязные потоки изливать. Она вам не враг, в принципе, не соперница. Это просто такой триггер-раздражитель. Более серьезная ситуация у кого-то в семье. В семье это может быть свекровь, это может быть заловка, это может быть невестка, как кто-то, вот знаете, из таких родственников, не кровных, но названных. А если и кровные, то уж там седьмая вода на киселе. Вот там есть прям такие чуть ли не камы такой злой энергии в вашу сторону. Там люди считают, что вы слишком много на себя берете, слишком уж вы такой хороший человек, и таких людей идеальных не бывает, значит, есть какой-то подвох. Там вот прям искренняя нелюбовь к вам. Вот нелюбовь, как еще можно назвать это? Да, человек просто не любит. Не любит, потому что вы разные, да, вы разные. Вы человек света, там человек ночи, тьмы, причем самый такой страшный, густой и вонючий. Вот такой человек. Вот таким человек родился, вот таким он и живет. Да, не повезло, что вам пришлось там порадычаться. Но вместо того, чтобы выстраивать диалог, вместо того, чтобы посмотреть и сказать, вот какой прекрасный человек, буду брать пример. Нет, там человек выбрал другую позицию, ушел в глубокий негатив, прям чуть ли не в ненависть ушел. Там сложнее ситуация, и вот это осложнение связано тем, что открытой конфронтации особо нет. Может быть, были какие-то стычки, но там как партизанская такая, да, война с постоянными диверсиями. Здесь бы я вам, конечно, рекомендовала как меньше общаться. Да? Если есть такая возможность, поменьше общаться с этим человеком, воздержаться от общения и воздержаться от того, чтобы что-то от этого человека брать. В данном случае я имею в виду вещи, еду, питье, какие-то предметы. И то же самое, чтобы человек поменьше соприкасался с вашей энергетикой. То есть по возможности не приглашать в свой дом, не давать свои вещи. Вот вообще тогда заблокироваться. Там до поры до времени у человека будут попытки как-то на вас воздействовать. У кого-то прям даже чуть ли не магическим путем. Ну, а кто-то уже подвергается этим воздействиям. То есть, еще раз говорю, это диверсанты. Настоящие диверсанты, которые пытаются любой ценой вас, как говорят, да, там, в грязи искупать. Здесь, мои хорошие, берегите себя. Ничего пока вы поделать с этой ситуацией не можете. Там будут постоянные в вашу сторону там лететь молнии. Избавиться от этой ситуации пока невозможно, но Боженька вам поможет. Я не могу сказать как, но вижу, что будет разделительная черта между вами. То есть блокировка этого человека, ну и как следствие всех его действий в вашу сторону. Правда за вами. Правда за вами, вас в обиду не дадут, но нужно немножечко потерпеть. Дальше, мои хорошие, мне не нравится мужчина. Вот у кого-то есть мужчина, мужчина может отыграться как бывший мужчина ваш, может быть бывший муж, может быть бывший там парень, который распускает о вас нехорошие сплетни в плане вашей женской порядочности и вообще в плане вот вашей интимной жизни. Может быть, это и не бывший, а может быть человек, которому вы в свое время отказали. Отказали вот в чувствах, в эмоциях. А его аж прям подкидывает. Вместо того, чтобы, да, принять такую ситуацию, ну как, всем же нельзя нравиться, да, и не все создают отношения, семьи, и не все встречаются. А он выбрал другую позицию, позицию мести. Вот. Это, конечно, очень неприятно. Даже больше, чем очень неприятно, но тем не менее. Что происходит? Это человек. В принципе, все знают, кто он такой, да, вот с кем он там общается. Все знают, все понимают, но все-таки информация идет. Людям обычно заняться нечем, и они начинают там болтать и прочее.
Поэтому, мои хорошие, самое лучшее средство для вас — это просто игнорировать и не пытаться оправдываться, либо кому-то что-то доказывать, что я там не такая, я хорошая, я порядочная, я честная. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Просто вот будьте сама собой. Если какие-то гадости, глупости о вас там кто-то говорит, ну, улыбнитесь, скажите: ну, если человек не в себе, что я могу сделать? Да, ничего я не могу сделать. Так, еще по негативу. Ну, тут, скорее всего, отыграется, ну, как рабочая, наверное, сфера, да. Вот есть у вас человек, который вас полностью как дублирует, копирует. Человек — абсолютная бездарность, абсолютный какой-то профан. Непонятно, да, какими там способами оно там эту работу получило, как вообще эту работу выполняет. В общем, человек вас полностью копирует, прям все, слово в слово. При этом почему-то этот человек считает, что вот если бы вас не было, вот физически, да, вас не было, то у него бы там какие-то невероятные возможности бы открылись. Если вы занимаетесь какой-то работой, либо каким-то бизнесом, знаете, что есть тот, кто вас дублирует. Дублирует постоянно. Человек вовлечен в вашу работу, он следит за вашей работой, вот прям чуть ли не записывает, да, что вы делаете. И то же самое повторяет. Возможно, вы уже этого человека знаете, возможно, понимаете, о ком я говорю, и вам кажется, что это несправедливо. Это действительно несправедливо. А в данном случае, если вы четко знаете, кто это человек, вы знаете его имя этого человека, тогда я вам сейчас дам очень интересную практику, которая позволит вам восполнить этот момент несправедливости. Вот смотрите, человек берет ваше. Он вас копирует, берет ваши слова, берет ваши действия. Да, у кого-то вообще отыграется, что под вас прям даже внешне человек подстраивается. Вы на полную луну, обязательно на полную, день полнолуния, это можно легко узнать. Google, Яндекс, просто пишите месяц и пишите полная луна, полнолуние, и вам выдается день, и выдается время. Вот вы четко ориентируетесь по своему времени, локальному времени. Именно в день вот полнолуния, в час полнолуния представьте этого человека, назовите по имени, так и скажите: луна росла, да выросла, луна на спад пошла. Как луна с неба исчезнет, так и связь моя с этим человеком разорвется. Все, что человек у меня взял, вот мысленно перечисляйте, да, где вас там что скопировал, пусть мне вернет. И представляйте, что вы бы хотели, чтобы вам вернули. То есть, если вам нужна удача, думайте об удаче. Если вам нужно крепкое здоровье, думайте о здоровье. То есть, момент попросите компенсацию. То есть, человек же брал ваше, значит, теперь вы имеете право взять вот этого человека. Поверьте, такие практики, ну, конечно, не с первого раза, может быть, там понадобится 2-3 месяца, будут очень эффективны. Этот человек будет слабеть, а вы будете обретать. Вы имеете полное законное право. Это не магия, это не какие-то там перекиды, откиды, а это просто компенсация за утраченное, либо за потерянное, либо взятое без спроса. Понимаете? Вот, пробуйте своими словами, вот как вам идет. Главное, четко представляйте этого человека, и главное, четко говорите, что хотите взамен. Вот концентрируйтесь именно на том, чего хотите получить взамен. От этого человека я вижу, что вы со временем избавитесь. То есть, во-первых, пропадет у этого человека стимул на такие поступки, плюс человек будет еще очень сильно озабочен тем, что он начнет терять то, что вы себе заберете в качестве компенсации. Дальше, мои дорогие, по плохим людям я дальше не буду продолжать, потому что там, в принципе, да, мы основных разобрали. Те, кто там на своей волне, мы трогать и не будем. По хорошим людям. Вот я вижу, у кого-то есть недопонимание в отношениях. То есть вы в отношениях, но между вами постоянно какое-то недопонимание. Здесь мужчина, ну вот для женщин, да, буду говорить для женщин. Мужчина всегда занимает какую-то позицию несогласного. Вот что бы вы ни сказали, что бы вы ни сделали, он всегда становится такой в оборонительную позицию, и у него по каждому вопросу, по каждой ситуации свое мнение. И он очень упрямый,
всегда вот это свое мнение, свой взгляд пытается пропихнуть. Пусть ошибочное, пусть неверное, но он прям с вами бодается и бодается до последнего. Я вижу, что кто-то прям уже устал от этой ситуации, вам кажется, что он специально над вами издевается. На самом деле не так, абсолютно не так. Это его внутреннее состояние. Ему сложно принять. Хотя мозг понимает, что вы и умная, что вы и прям дальновидная, интуиция у вас хорошая. Мозг-то принимает, да, но вот сказать не может, не может. Он вам благодарен за вашу позицию, за ваши слова, за ваши мудрые советы. Я вам даже больше скажу. Когда вы не вместе, он очень часто вас цитирует, говорит вашими словами и делает так, как вы ему говорили. Часто, очень часто. И каждый раз, когда он это делает, во-первых, его встречают аплодисментами, все восхищаются, боже, какой ты умный. Во-вторых, он понимает, что результат замечательный. Но ему, как мужчине, очень сложно самому себе признаться, что его женщина на голову выше, чем он. Понимаете, тут задето его эго. А эго у этого человека трехэтажное. Поэтому, мои хорошие, продолжайте то, что вы делали. Знайте, что ваши слова, ваши действия, они доходят до этого мужчины, да, долетают до цели, они очень эффективны. Придет тот день, придет тот час, когда он вам в этом всем признается. Придет тот день, когда он вас признает как лидер, как мудрец, да, вот скажет: вот ты мое все. Вот без тебя бы меня бы и не было. Такая ситуация у вас обязательно возникнет. Дальше, мои хорошие, по поводу дружбы. Но кому-то по судьбе прям обрести прекрасного друга. Причем это случится в ближайшем будущем. Друг, подруга, да, человек, как вы, с таким же взглядом на жизнь. Но вы разные будете. Вы более сдержанный человек, более такой земной, да, прагматичный человек. А друг вам достанется более легкий, такой открытый, оптимистичный. Вы друг друга будете идеально дополнять. А у кого-то, кстати, уже такой друг появился. Эта дружба, она просто не на года, а на века. С этим человеком вы не пропадете. Вам Боженька именно подарил вот такого замечательного друга, замечательную подругу. Всегда за вас и заступится, и поможет. Там могут быть всякие недопонимания. От этого никто не застрахован. Но поверьте, вот из любой сложной ситуации между вами вы все равно будете вдвоем находить выход. Вы сколько там, может быть, не согласны были с друг другом, вы все равно будете находить компромисс, и ваша дружба, она только будет укрепляться и разрастаться. Так, по поводу детей, тут дети, может быть, да, дети, младшее поколение, назовем так, может быть, младшие братья и сестры. Вы для этих людей однозначно, для близких ваших людей однозначно пример для подражания. Помните об этом всегда. Особенно дети. Дети будут копировать, будут повторять, что вы делаете. Поступаете вы правильно, и дети будут так правильно поступать. Совершаете ошибки, и дети ваши будут совершать ошибки. Вы просто все для ваших детей. Помните об этом. И старайтесь не забывать ни на минуту. И если ваши дети где-то в каких-то случаях, да, допускают опрометчивые шаги, либо какие-то позволяют себе вольности, знайте, что это все пришло с вас, с вашего примера. Как ни грустно это звучит, как ни страшно это звучит, но тем не менее. Старайтесь именно в отношении детей быть максимально прозрачны и честны. Как с собой, так со своими детьми. Говорите не как младшие со старшими, да, там старшие, вернее, с младшими, а говорите с позиции равных людей. Вот это будет оптимально, это будет идеально, это поможет наладить и отношения, и убрать весь негатив. Вы будете больше стремиться друг к другу. Ваши дети вас и любят, и уважают. Любите и уважайте своих людей, они вам в 3 раза больше ответят. Поверьте, так оно и будет. Что касается родственников, может быть сопротивление между родственниками. Обычно так бывает, да, между старшими и младшими родственниками. Каждый там пытается доказать, что да, мы сами с усами, это нормально, это естественно, но тем не менее, вы у меня вообще проходите по всему песочку вот таким вот лидером, да, мудрецом, человек в белых одеяниях с капюшоном, то есть очень мудрый человек.
Вот как бы там ни бодались, как бы там ни отстаивали свое мнение, свои интересы, все равно нуждаются и в вашей поддержке, и в ваших советах, и в вашей мудрости. Пусть не сейчас, пусть через время, все равно будут к вам идти, потому что, ну, а кому идти, кому? Зачем искать каких-то там себе лжепророков, если вот, пожалуйста, свой домашний пророк? Мало того, что подскажет, так еще и поможет. Если у вас сейчас есть между братьями, сестрами какое-то недопонимание, знайте, что это все временно. Временно семья будет восстанавливаться, семейные связи будут восстанавливаться. И да, в какой-то момент даже вам придется лидировать, вести за собой людей. А по-другому никак. У вас особая почетная роль в вашей семье, в вашем окружении. Вы идете у меня через весь песок как мудрец. Мудрец, лидер, поводырь. Это сложная роль. Но именно вы для этой роли рождены, и вы с ней справитесь. Вы очень многим людям нужны. Вы, как, знаете, как солнышко. Мир не может жить без солнышка. Растения не будут расти. Природа будет увядать. Да даже люди без солнца, им тяжело. Всякие болячки нехорошие могут возникать. А вы такое солнышко. Вы рожденный вот такой поводырь, прирожденный поводырь, за которым идут люди. Хотят, не хотят, все равно идут. Идут за сильным, а вы и есть сильный человек. Если брать в целом, я так скажу, вас и любят, и уважают. И это замечательно. Вы должны это знать, вы должны это понимать. Плохие люди, они везде. Нельзя, не существует таких идеальных условий, где бы не было там недоброжелателей, там, либо каких-то агрессивных людей. Но нет такого, понимаете, нет. Все равно у каждого свое настроение, свое состояние. Людям легче понегативить, да, чем совершить какое-то доброе деяние. Не реагируйте остро на таких людей. Понимайте, что вы неприкасаемы для этих людей. За вами стоят ангелы. Вот, пожалуйста, вас высшие силы не оставят. Иногда, да, вам достается от плохих людей, но достается лишь, как, знаете, как проверка, очередная проверка на вашу человечность. Как вы среагируете, как вы отнесетесь, насколько вы сильны сердцем и душой, чтобы простить, чтобы понять, чтобы принять. Вас испытывают. И после каждой такой проверки либо вы остаетесь на прежнем месте, либо вам идет награда. Если вы понимаете, о чем я говорю, то согласитесь, уже были ситуации проверок в вашей жизни. Какие-то вы прошли, какие-то нет. Сейчас я даю вам подсказку, как себя вести. Милосердие, добросердечность, открытость. Это то, что вам нужно культивировать в себе, да? На что нужно опираться и понимать. Вас человек обидел, его обязательно за вас накажут. Но при этом вам будет награда. Награда за то, что вы себя проявили, скажем так, благородно, да, человечно. Помните об этом. Хороших людей гораздо больше. И у вас особая роль, особая миссия. Помогать, наставлять, подсказывать. У вас очень сильная энергетика. И эта энергетика — это дар высших сил, которым вы должны делиться с теми, кто вас окружает. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.